Павел Валерьевич, добрый день. Добрый. У нас к вам два вопроса. Вот, по вашему мнению, назрело ли время, чтобы внести поправки в Конституцию? Ну, безусловно, я считаю, что дальнейшее развитие нашей страны, нашего государства будет зависеть, конечно же, от взаимодействия с международными отношениями, в части взаимоотношения с другими государствами, в целом по экономике, глобальной экономике и так далее. Поэтому упор на то, что делается на целостность территории, на суверенитет и так далее, да, и на то, что идут ограничения по должностным лицам, которые будут занимать основные посты в государстве в части иностранного капитала, иностранного гражданства и так далее. Я думаю, что они в дальнейшем будут усиливать только суверенитет и, в частности, внутреннюю экономику нашего государства. Поэтому считаю, что поправки, они назрели. И, в принципе, то, что сейчас она принимается, она на самом деле в целом правильно. Почему? Потому что следующий президент, который будет избираться в 2024 году, уже будет работать по Конституции, которую мы сейчас вместе с вами сегодня определим. Какие из поправок вам наиболее нравятся? Ну, поправок уже, наверное, все уже прочитали, наверное, скорее всего, да? Вот 206 с лишним поправок, 206 примерно поправок. Я особенно отметил бы то, что мы как государство даем гарантию нашим регионам, то есть нашим республикам, иметь свой государственный язык, это сохранилось. Плюс ко всему появился 4-й пункт, в части которого государство гарантирует развитие и сохранение этнокультурных сообществ, в частности, для нашей республики это очень важно. Потом у нас поправки идут по 72-й, по-моему, статье, где указывается приоритет семьи, детства. 75-я статья, по-моему, там идет у нас защита человека труда в целом, да, вот определение труда. Я постоянно говорю о том, что, к сожалению, уже более 20 лет человек труда отошел от первых, скажем так, экранов информационного сообщества и в целом нашего общества, поэтому считаю, что вот эти поправки, основные поправки, которые идут, они благосклонно повлияют на наше общество. Ну, другой вопрос, конечно, когда мы открываем первую поправку, она начинается со статьи 67, где указано про федеральные территории, про которые сейчас наше сообщество в большей степени взволновано. Я считаю, что данная поправка, она носит в большей степени в части целостности территории, в части развития территорий, которые реально отстают. Поэтому тут ничего такого страшного нет, мы никуда не уходим, наша территория сохраняется Конституцией, а территория регионов, она только по волеизъявлению народа, поэтому бояться о том, что федеральные территории, появившись раз, урежут нашу территорию, наши территории нашего региона, это на самом деле ошибочно. Вот. Потом очень мне нравятся статьи, которые ограничивают то, что я до этого говорил, это иностранный капитал, это наличие гражданства иностранного, оседлости, в частности, да, и так далее. Вот, поэтому в целом поправки, я еще до этого говорил в соцсетях, и в принципе в дебатах говорил, в целом поправки, они нормальные, они требуют, конечно, дальнейшей работы. Почему? Потому что после 2 июля, то есть завтра, когда итоги выяснятся, начнется очень большая работа по разработки федеральных законов. Это у нас и про федеральные территории, и про Госсовет, и так далее, и так далее. И я до этого тоже говорил, у нас начнутся во всех регионах начнется приведение соответствия Конституции, республики имеется в виду, у которых есть Конституция, приведение соответствия с основным документом нашего государства. Вот это вот предстоит большая работа в этой части. Павел Валерьевич, спасибо за комментарий. Не за что. До свидания.